Салдатам аднавяскоўцам, якія загінулі ў баях падчас Вялікай айчыннай вайны. Памятны знак увекавечыў 68 імёнаў тых, хто калісьці тут жыў і па волі лёсу не сустрэў вялікую перамогу яшчэ 80-е гады мінулага стагоддзя. Аднак з цягам часу манумент згубіў прыдатны знешні выгляд, таму яго вырашылі аднавіць. В прошлом году сельским советом было принято решение о демонтаже старого памятника. И при этом одновременно молодцы жители этой деревни, которые обратились и в органы власти, в Комитет государственного контроля с просьбой о том, чтобы здесь был восстановлен монумент в том же виде, который был и до этого. Пажаданні жыхароў Прыбарава выканалі, прычым на ўсіх этапах рэстаўрацыі помніка аднавяскоўцы прымалі актыўны ўдзел. Конечно, потом был разработан проект, и вот 3 месяца велось строительство нового памятника. Надо отдать должное жителям этой деревни, которые каждый шаг реконструкции, строительства, по сути, контролировали, привносили свои предложения. На адкрыцці адноўленага манумента родныя і блізкія многіх, чые імёны увекавечаны на мемарыяльных плитах, у тым ліку і племянніцы Новачука Владимира Герасимовича. Он призывался в армию в начале 41-го года. Еще очень молоденьким, 18 лет ему было. И их немцы угнали в Брянские леса. Там он в Брянских лесах долго были в оккупации. Вернуться на родиму так и не удалось, фашисты расстреляли. И молодым парнем он ушел и остался без ничего, без семьи. И мать потеряла сына, и мы своих родственников. День Победы, конечно, это неизгладимая боль, тяжесть в душе и печаль. Вот. Хочется вздохнуть и вспомнить всех их. За кожным імем трагічная гісторыя, але незабыўная, кожны навечна ў памяці нашчадкаў. Ганна Буйкевіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».